Некоторые из вас могут сказать, что у нас есть проблемы поважнее, экономические проблемы, проблемы доходов. Я согласна, конечно, есть эти вопросы у нас по всей стране. И когда мы решим вопрос экономического развития, мы сможем это решить только вместе, потому что и в Гагаузии люди смогут жить хорошо, если по всей стране мы все сможем развивать нашу экономику. А вопрос гагаузского языка, вопрос, который мы вместе здесь должны решать. Вы знаете, что автономия была создана для того, чтобы сохранить язык и культуру. И если смотреть на эти 30 лет, мы должны сказать честно, что то, что написали в законе о сохранении языка и о сохранении культуры, мы не очень выполнили. И вот сегодня мы с вами ответственны за то, если мы сможем поменять ситуацию к лучшему, или если мы просто будем смотреть, как язык исчезнет. Нет другого места в мире, где можно надеяться, что язык сохранится, если он не сохранится здесь, в автономии. Вы должны это понять, и мы должны все это понять вместе. Да, у нас очень много других вопросов, мы должны работать и для того, чтобы решать другие вопросы, но вот язык, вопрос сохранения языка – это вопрос, который мы должны сегодня решать вместе. Если мы не будем работать на это, то через несколько, не знаю, лет, через несколько десятилетий, может быть слишком поздно. Я не знаю, сколько правительств приезжало к вам и говорило о том, что давайте улучшим ситуацию по этому вопросу. К сожалению, я видела много местных политиков автономии, которые не очень серьезно работают для того, чтобы поддерживать язык. У нас есть конкретные предложения, и, конечно, мы хотим и от вас слышать конкретные предложения. Вот то, что эта программа, о которой мы сегодня говорим, это только маленькая часть того, что мы можем сделать. Мы говорим о общей программе, то есть важно то, что сегодня можно сделать в детских садиках. Очень важно то, что мы делаем сегодня в наших школах по изучению гагаузского языка. Но нам нужна и программа для тех, которые уже не в школе, не в детском садике, но которые тоже не очень хорошо говорят по-гагаузски. И вот мы пытаемся сейчас разработать такую программу для всей автономии. Но сегодня мы хотим говорить о том, что происходит вот в детских садиках. Потому что вы знаете, что язык, родной язык, дети учат или изучают в семье и в детском садике. То, что там прививается, это потом на всю жизнь. Так что все зависит от нас, от вас зависит, от того, как вы разговариваете на гагаузском языке, потому что дети учатся не тому, что мы им говорим, а тому, как мы себя ведем. И по отношению языка, и по отношению, конечно, других ценностей. Но наше предложение, чтобы мы вместе, министр здесь, я здесь для того, чтобы подтвердить, что мы хотим помочь, но от вас очень многое зависит. И мы надеемся, что вы все поддерживаете эту цель для того, чтобы мы сохранили язык. Я надеюсь, что вы будете вместе с нами работать для того, чтобы мы улучшили ситуацию и чтобы мы смогли сохранить язык для будущих поколений. Спасибо. Благодарим вас, уважаемая госпожа президент, за поддержку и внимание культурного и образовательного разнообразия в нашей стране. Предоставляем слово министру образования и исследований Республики Молдова, господину Тан Берчуну. Stimați doamnă președinte, doamnă rector, domnul primar, всем здравствуйте. Рад
с вами снова встретиться. Грузия — это, наверное, регион, в котором я был чаще всего за эти 2 года, в принципе. Но сегодня особый повод и, в принципе, хорошее начало, я думаю, новой программы при поддержке государства для промывания продвижения гагаузского языка. То, что мы здесь сегодня, во-первых, это сигнал того, что мы хотим, чтобы вместе с вами, если вы этого хотите, и мы надеемся, что, имею в виду, что вы учителя гагаузского языка, чтобы мы вместе больше в это вложились, в том числе финансово, и чтобы гагаузский язык знали хорошо в автономии, говорили и дети, и взрослые. И для этого нужно такая совокупная эфорт, усилия всех нас, чтобы это стало возможностью. На данный момент у нас где-то 12 тысяч учащихся, которые учат, в принципе, гагаузский язык, 115 учителей по всей автономии. Государство каждый год издает учебники. В последнем 2024 мы издали учебники для 5-9 классов. Где-то на 3,5 миллиона леев из государственного бюджета. То есть это то, что уже, в принципе, государство влаживает в этот процесс. Также в прошлом году мы утвердили более большое число часов для изучения на родных языков, в том числе гагаузский, если есть желание у школ. Есть школы, особенно в Гагаузии, которые решили этим воспользоваться и увеличить число часов, количество часов, которые преподается. Также в 2024 году мы утвердили пилотный куррикулум по дисциплине гагаузский язык, литература и чтение для с 1 по 4 класс, разработанный специалистами Главного управления образования гагаузской автономии. Несмотря на все проблемы, которые существуют, все равно есть общение с управлением образования Гагаузии, в том числе по этому куррикулуму мы его в прошлом году утвердили, и ею уже пользуются в первых классах, и на данный момент по ней учится 1351 ребенок. Также в прошлом году мы утвердили пилотную программу по дисциплине «История, традиции и культура» гагаузского языка для 5-9 классах. Этот учебный план предоставляет возможность использовать еще 1 час в неделю, как я говорил, для изучения истории и культуры гагаузского народа на родном языке. И также мы очень активно, в том числе с дирекцией, обсуждаем возможность внедрения мультилингвистического образования на таком более обширном плане. Вы, в принципе, с этим уже хорошо знакомы. Но особенно в школах мы поменяли формулу финансирования. И для тех школ, которые будут активно внедрять по стандартам мультилингвистическое образование, будет бюджет больше из государственного бюджета, так чтобы мы могли стимулировать, в принципе, учителей на то, чтобы они преподавали побольше часов на гагаузском и побольше часов на румынском языке. Мы понимаем, что не просто, конечно, да, либо на родном, но предмет, который не учились преподавать на родном, либо на румынском преподавать, поэтому без финансового стимула, наверное, это работать не будет. И, как я уже говорил, мы формулу, в принципе, поменяли уже. Это значит, что с 2026 года у школ, которые это делают, будет и более большой бюджет. Но, конечно, предстоит еще многое сделать. И, в принципе, мы сегодня здесь, в том числе, чтобы обсудить с вами, что можно было бы дополнительно сделать, какие у вас есть ожидания на этот счет, чтобы было больше гагаузского языка. Я думаю, хороший вопрос себя спросить, в принципе, почему у нас в садиках не все на гагаузском. Логичный вопрос. Есть украинские, есть садики, болгарские садики, где нацменьшинство учится на своем родном языке. И, может быть, в каком-то таком далеком будущем, 10, 15, 20 лет, может быть, мы к этому придем. Может быть, и не придем. Но это, в принципе, зависит тоже от вас и от того, как вы захотите, в принципе. Но то, что мы сегодня здесь, это сигнал, что мы открыто
что для нас этот вопрос важен, и что мы в том числе готовы, как я говорил, вложиться в это. Но давайте вместе решим, какие будут приоритеты. Начнем мы, конечно, с этих курсов, но сами по себе курсы радикальной ситуации не изменят. То есть тут нужно абордare коэрентно, долгосрочное. Мы начали, вы видели, года 3 назад с программой румынского языка. Очень благодарны тем, кто участвует в этой программе, в том числе очень многие из Гагаузии, которые пришли учиться уже в взрослом возрасте румынскому языку. Мы ее будем продлевать еще 3 года. В принципе, можно то же самое с какими-то особенностями сделать и для гагаузского языка. Опыт уже есть, то есть над чем работать дальше. Спасибо вам, что вы пришли. Спасибо вам за диалог. Не всегда простой, но нужный. Спасибо. Благодарим, господин министр, за поддержку образовательных программ на родном языке, включительно и на гагаузском. Предоставляю слово ректору Камрадского государственного университета, доктору конференциару Сергею Закарьеву. Zaman hayır olsun, pahalı, önemli hizmetçiler ki geldi bugün Uşak başlarından burada beraber konuşalım, ne problem var, hangisini açalım da beraber çözelim. Başlayacağım da Rusça konuşma, sonra yavaş yavaş geçeceğim onun diline Rusça, belki de başlayacağız da Rusça. 3 dilde konuşalım. Çünkü burada aramızda hepsi bir Gagavuz, biz lazım güçlere diplomatik kullanalım. Saygılı Moldova Prezidenti Maia Sandu, saygılı Üretim Bakanı Dan Perçun, saygılı Komrat Belediye Başkanı Sergey Anastasov, saygılı Komrat Belediye Üniversitesi'nin profesörleri, saygılı kim geldi hem önemli bu salonda, kim çalışır Uşak başlarında. Çok önemli bugün. Neyden? Hani biz beraber Moldova yöneticilerine, prezident burada bulunuyor, bakan bulunuyor, bizim ministr. Bu işleri konuşalım. Ne var ne yapalım? Bir temelde bulunuyoruz. Ne yapalım adımları ileri, hani daha iyi olur. Ana dilimizde, Gagavuz dilinde konuşalım. Bu işler çok önemli. Bunları beraber çözelim, utanmayın, konuşun, laf edin, sorun. Yani bu işi toplandık beraber. Stimate domnul președinte Maia Sandu, stimate domnul ministru al Educației și Cercetării Republicii Moldova, Dan Perciun, stimați colegi, dragi prieteni, astăzi aș dori menționez un eveniment important pentru Gagauzia, lansarea cursului de perfecționare în limba gagauză. Deosebite, președintele Republicii Moldova, doamne Maia Sandu, și ministrul Educației Republicii Moldova, domnul Dan Perciun, pentru faptul că aceste cursuri se desfășoară sub patronajul Guvernului Republicii Moldova și al președinției Republicii Moldova. Курсы повышения квалификации по Гагаузскому институту для воспитателей детских садов. В чем необходимость в 21 веке, когда Молдова уже имеет 3 десятка лет, и Гагаузии исполнилось 3 десятка лет. Мы имеем особый правовой статус, где во главу угла заложен вопрос о сохранении и умножении родного гагаузского языка, во имя чего открывался и создавалась автономия. Поэтому я хочу в первую очередь обратиться к воспитателям, учителям, которые преподают гагаузский язык в детских или дошкольных учебных заведениях. Первое, на мой взгляд, это сохранение и передача языка гагаузского с раннего возраста. Маленькие дети – это поколение, на котором держится будущее гагаузского языка. Если воспитатель владеет языком и активно использует его в повседневной работе, дети начинают воспринимать гагаузский как свой родной, естественный язык.
Это формирует устойчивую языковую среду в раннем возрасте, что очень важно для сохранения и возрождения языка. По своему собственному примеру скажу. Я в школе, к сожалению, не изучал русский язык. Я его получил с молоком матери. Я жил дома, я жил на улице. Поэтому тот язык, на котором сейчас я говорю, может, он не научный, но он родной. Он, естественно, который идет от матери. Поэтому будет его родной, и я его сохраню до конца своих дней. И это очень важно, каждый, кто сидит здесь, который с детьми говорит в школе, в садике. Мы должны с детства этих детей готовить, привить любовь и культивировать родной язык. Чтобы не говорить, куда я говорю с русским языком, а зачем он нам нужен? Ни в коем случае, это неправильное, это ошибочное мнение. Профессиональное развитие воспитателей. Курсы помогают педагогам улучшить уровень владения русским языком, усвоить методики преподавания на родном языке, обогатить свой педагогический инструментарий в контексте билингвального или мультиязычного образования. И это делает воспитателя более компетентным и уверенным в своей роли. Развитие когнитивных и культурных основ у детей, обучение на родном языке способствует лучшему развитию мышления, формированию устойчивой культурной идентичности, уверенности в себе и уважению к своим корням. Интеграция семьи и сообщества. Воспитатель, когда говорит с детьми на гагаузском, на родном языке, это нередко и вовлекается в это сами родители, что очень важный момент. Нельзя готовить детей учить родному языку, когда дети и родители в этом не хотят участвовать. Важно вовлекать именно родителей в этот процесс. Потому что шапка для Хаса, ребенок получает 7 лет воспитания с момента рождения. Поэтому родитель тоже должен понимать, что родной язык нужен его ребенку, его чаду. Поэтому, конечно, мы говорим, в образовательной среде и сами начинают поддерживать его дома, родители. Таким образом создается единая культурная языковая цепочка – семья, садик и общество. Поддержка государственной политики. Мы сегодня сказали, что на самом высоком уровне данную программу поддерживает президент Республики Молдова и министр образования Республики Молдова. Курсы – это не только педагогический, но и государственный жест. Признание важности многоязычия и этнокультурного разнообразия. Поэтому я обращаюсь к гагаузам, здесь сидящим, не только здесь находящим. Важно, когда мы имеем эту поддержку, это доверие сохранить и приумножить. И это способствует выполнению международных обязательств Молдовы по защите прав национальных меньшинств и развитию культурной самобытности, и в особенности в свете европейской интеграции Республики Молдова. Таким образом, курсы повышения квалификации по гагаузскому языку – это инвестиция в будущее Гагаузии, в ее детей, культуру и устойчивое развитие. Какова же роль Камрадского госуниверситета по продвижению данных курсов в стенах университета? Это главное, фундаментальное и многоаспектное. Университет выступает одновременно как научный, методический и организационный центр, обеспечивающий качество и устойчивость этой инициативы. Камрадский госуниверситет – это единственное высшее учебное заведение на территории Гагаузии. Оно всегда поддерживается Министерством образования, правительственными структурами Республики Молдова. И здесь работают квалифицированные кадры, и об этом свидетельствует аккредитация всех специальностей, которые функционируют успешно в стенах Камрадского госуниверситета. Поэтому университет берет на себя ответственность за разработку учебных программ и методических материалов, подбирает профессиональных преподавателей, владеющих современными педагогическими методиками. Сегодня 85% сотрудников университета имеют ученые степень ученого звания. Они имеют хороший опыт в плане преподавания этих курсов, и они вам дадут самые качественные знания в этом направлении. И важно, что каждый профессор, который зайдет на эти курсы и будет читать этот курс, он адаптирует эти курсы под нужды дошкольного образования. Разработка программ и контента. Именно университет формирует специализированные курсы, направленные на повышение уровня гагаузского языка у воспитателей, обучение языковому взаимодействию детей дошкольного возраста. Программа рассчитана на 30 дней. Она будет длиться 3 месяца. И мы хотим, и это сделаем с 1 августа 2025 года. Мы постараемся до конца этого календарного года, чтобы вы получили сертификат. Важно, что эти курсы являются бесплатными, и вы получите сертификат, который поможет вам реализовать себя в будущем профессиональной карьере. Камрадский госуниверситет выступает в роли партнера с президентурой, с правительством Республики Молдова, с Министерством образования и исследований, а также сотрудничает с национальными и международными организациями, поддерживающими языковое и культурное развитие. Вот благодаря такому взаимодействию обеспечивается устойчивое финансирование и сопровождение этих курсов,
о которых я уже говорил, что это будут бесплатные курсы, которые рассчитаны на 30 кредитов. Курсы получат государственный и общественный статус. Поддержка воспитателей на практике. Университет не ограничится теорией. Мы не только будем давать задания, важно, что будем организовывать практические семинары, консультации, пробные занятия, где воспитатели могут тренироваться в реальных условиях. Также возможно последующее педагогическое сопровождение выпускников курса. Поэтому Камрадский госуниверситет будет выполнять миссию культурного центра региона, способствовать формированию позитивного отношения к гагаузскому языку в обществе. Нам нужно это обязательно культивировать среди детей и в обществе, культивировать свой родной язык. Курс – это часть более широкой стратегии языкового возрождения, где КГУ, где университет будет играть ведущую роль. Таким образом, Камрадский государственный университет – это ключевая опора в реализации идеи передачи гагаузского языка будущим поколениям через качественные курсы для воспитателей. Он не только повышает профессионализм педагогов, но и вносит вклад в сохранение уникального культурного наследия Гагаузии. Я сегодня хочу сказать, что от этих курсов, прежде всего, выиграет наше общество, выиграют наши дети и выиграют преподаватель, который будет работать. Поэтому это многоаспектный. И, безусловно, те, которые получат сертификат, они имеют возможность расти по карьерной лестнице, надбавка основной заработной платы и все остальное. Я не хочу долго задерживать ваше внимание на этих аспектах. Вы это можете ознакомиться с этим докладом, но я bugün burada bulunarken isterim söylemek. Biz Lamov'un beraber, biz Lamanlı'nın mani, Gagudin'in psikoması biricik olmayacak bizden kararı. 10 prezident vancilesi, 10 rektör konuştu, 10 minister. Ama biz anlamaz, ana dilimizi koruması, koruyacak birimiz. Bir zaman Erdoğan nerede bulunarken biz söyleriz. Gaguş'a konuşarken, laf ederken bizi en az 5 milyon dünyada tanıyor, anlayır. Neden atılma ana dilimizden? Neden satılma? Bizim dilimiz çok şıralı, çok renkli. Çocukları, uşakları ürettiklerine ana dilimizde bilmem daha zengin olacak, daha akıllı olacak. Ama sizde ki bu insanlar anlasınlar çocukları, uşakları alıyorlar küçükten, yerine götürüyorlar onları. Onlar bu sevgiyi, bu hazırlığı gösterecek bizim uşaklara. Onun için ben size her zaman isterim söylemeye. Sağlık, Allah versin size. Şükür ediyorum hani bugün geldiniz, beraber bu temaları, bu problemleri kaldıracağız. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить лично президента Республики Молдова за тот высокий уровень открытия этих курсов. Мы имеем опыт по продвижению курсов повышения квалификации Камрадского госуниверситета. У нас более 16 образовательных программ. Но сегодня особое событие, которое сегодня надо сказать и запомнить нам всем, это открытие курсов по гагаузскому языку для детей дошкольного обучения. Наши дети хотят знать свой язык. Наша задача это им предоставить и показать, что язык гагаузский имеет место среди всех языков мира и имеет право на существование. Благодарю всех. Слава Калаеву. Благодарим уважаемого господина ректора за столь подробное представление программы. Надеемся, что она будет применена на практике. А вот на практике ее будут применять наши уважаемые учителя-воспитатели гагаузского языка в садиках. В связи с этим разрешите мне предоставить слово учителю, воспитателю гагаузского языка в садике номер 9 муниципа Камрад, госпоже Людмиле Парладян. Zaman hayırlı olsun Prezidentimiz Mayasanko, zaman hayırlı olsun Minister Gündürçisi, zaman hayırlı olsun Rektorumuz, zaman hayırlı olsun hepsi kollegalar, kim var benim bizimle beraber. Ben isterim söylemeye kendi bakışımı bu kurslara adını sanırım. Yani bu kurslar bize çok faydalı işimizde. Hem yardımcılar bize terbiye etme, sevgi, ana dilimize uşaklara adını. Хочу поблагодарить всех, кто содействовал в организации данных курсов. Эти курсы будут очень полезны и для нас, преподавателей гагаузского языка, и для подрастающего поколения. Спасибо за внимание. Мултимин. Дорогие учителя гагаузского языка, благодарю вас за участие в сегодняшнем мероприятии.
Доктор Марк, лично президент просит. Поэтому просим вас, чтобы вы выступили. Zaman hayırlı olsun, hoş geldiniz. Komrada, Грузия. Bună ziua, doamnă președinte, domnul ministru, bună ziua, doamnă Svetlana, domnul rector, și stimați oaspeți și elevi și ilustri. Я очень рад, что сегодня организована встреча 30 лет автономии. Цели автономии всем были озвучены в 1994 году еще, когда мы его получили. Хотя не надо забывать, что мы его не могли получить сотни лет. В 1905 году пытались, но тогда никаких шансов не было. И впервые за всю историю русского народа возникла автономия для того, чтобы мы не забывали язык. Мы благодарим за те программы антенн, которые были введены у нас. Они дали свой плод. Сегодня нельзя говорить, что в детских садах нет русского языка. Если в 9-й детский сад вы пройдете, вот преподаватель, которая выступала, все дети практически очень хорошо говорят. Большой успех для нашего Грузии, в общем, это Михайловский лицей. Благодарность дому Лазука, который был послом в Румынии, мы со Светланой вместе часто встречались. И первое, что мы попросили, для того, чтобы у нас был лицей, потому что лицей ЮНЕСКО как пример того, как гагаузские дети говорят на русском языке, и у них есть будущее. Куда они пойдут без государственного языка? Никуда. Они могут быть только здесь. Может быть, министр или чиновник высокого уровня без знания государственного языка. Такое не существует нигде в мире. Такого нет. Молдова не является исключением. Поэтому вот по такому примеру мы должны внедрить, мы предлагаем, муниципий Комрат должен быть первым, и в детских садах будет до 7 лет только русский язык. Либо родной, может быть, болгарский, украинский, русский, по национальностям, то есть по группам. Это тогда даст самый большой эффект, потому что до 7 лет изучаются языки. После этого уже очень сложно. Дальше уже преподавание школы в других местах, оно уже проводится на тех языках, которые уже решает Министерство образования вместе с властями нашей страны. Поэтому мы очень благодарны, очень надеемся на сдвиг. Если кто-то в автономии играет в политику, нам политика в данном случае не нужна, нам нужно знать наш родной язык. И нет у нас других. И очень будем работать над тем, чтобы дальше благоустраивать наши учреждения. С детскими садами у нас не так много работы уже практически, но в школах, даже при входе в эту школу мы увидели в каком состоянии, потому что они не финансируются из примарии, они финансируются с управления образованием в Грузии. В детских садах такого нет, у нас здесь можно просто проявиться в любой детский сад, они уже утеплены, благоустроены, это не менее важно. Это не менее важно. Хотя средств, если сравнить с 2014 года, когда они были на балансе примарии, после этого их передали на другой уровень. Их бюджет с 26 миллионов лей, он стал 80 и более. Детские сады имели 21 миллион лей, а стали только 50. То есть в процентном отношении в детских садах не так много трансферов стало поступать. Но почему-то детские сады все благоустроены, а школы нет. В школах то, что сделано, это было благодаря проектам Европейского Союза. Вот здесь мы увидели красивое футбольное поле, это программа GIZ. И не только в этой школе, и в 6-й, и в других, во всех школах мы обязательно внедрили эти проекты и построили эти поля. Поэтому вам большое спасибо за то, что беспокоитесь о том, что в Гагаузии был наш родной язык. И мы обязательно поддержим эту инициативу. Касаемо детских садов, мы ответственны, там без шансов будут обязательно изучать. Потому что мы благоустроили детские сады не для того, чтобы играть в политику в детских садах. Там нет, там политика одна. Родной язык на первом месте. Дальше уже свободное плавание. Спасибо за внимание. Всем за помощи. Уважаемые дамы и господа, уже боюсь даже сказать, потому что госпожа президент всех знает лично и может еще кому-то предложить. Поэтому, дамы и господа, дорогие учителя, воспитатели, мы благодарим вас в преданности вашей профессии. Благодарим вас, что вы продвигаете родной язык среди гагаузов. Вместе с тем, конечно же, не можем не отметить и преподавателей Комратского государственного университета, которые будут продвигать методологически
гагаузский язык среди воспитателей. Мы благодарим вас за то, что подготовили эту программу. Также разрешите, чтобы мы завершили сегодняшнее наше мероприятие словами Людмилы Александровны Покровской, известного всем вам и нам гагаузоведа, тюрколога, столетия, которое мы вместе отмечали в этом году. Как она обращалась? Она, не являясь гагаузской по происхождению, обратилась к гагаузам. Дорогие гагаузы, берегите свою письменность, не забывайте родной язык, учитесь правильно писать и читать по-гагаузски. Пусть мы будем хранить заветы и тюрколога Людмилы Александровны Покровской. Дорогие учителя, дорогие воспитатели, благодарим вас за сегодняшнее мероприятие, за то, что вы были вместе с нами. И, конечно же, этот исторический день, который является поистине историческим, мы не можем просто оставить так. Поэтому мы вас просим, как вы стоите вместе, сделаем общую фотографию с госпожой президентом, с господином министром, а после этого мы вам обещаем, когда пройдут 3 месяца наших курсов по повышению квалификации, мы тоже здесь соберемся вместе с вами и будем говорить, что нам дали эти курсы. Благодарю.